абсолютно. Я думаю, що ми спочатку повинні повернути ці території, потім переходити до зміни можливих різних змін, які в тому числі надання автономії. Чому? Тому що сьогодні це робити на папері. Будь-які реальні речі треба робити реально, а не просто про це говорити. Якщо це проводити сьогодні, завтра, післязавтра, це буде політика. А все ж таки мені б хотілося, щоб це була державницька позиція. На папері це дасть змогу в тому числі захищати якимось чином позицію України на міжнародних майданчиках? Позицію України ми сьогодні, так само як і кримськотатарського народу, якому, м'яко кажучи, дуже важко сьогодні в Криму, і не лише в Криму. І ми бачимо в цьому плані достатньо жорстку позицію і на рівні Організації Об'єднаних Націй, і Європейського Союзу, і інших інституцій, тому що там порушуються права людини. Порушуються достатньо нахабно і регулярно, на жаль. Тому я не впевнений, що це додасть або зміни якось цю ситуацію в боротьбі за територіальну цілісність і за права людей, які сьогодні мешкають на тимчасово окупованих територіях. Причому як Донбасу, так і Криму. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете присоединиться к нашему разговору, позвонив нам по номерам Вайбера и Скайпа, которые вы сейчас видите на своих экранах. А как я уже говорил, гость нашей студии, председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Добрый вечер. Добрый вечер. Вам уже, наверное, 7 лет приходится объяснять, зачем нужна крымско-татарская автономия. Не знаю, как вы оцениваете успешность своих объяснений, поскольку ее обещают, начиная с Петра Порошенко, с 5-го президента. Но в данном случае, наверное, даже не надо доказывать, что она нужна. Но вот есть такой другой подход у Дмитрия Разумкова, когда он говорит сначала деоккупация, а потом автономия. А вы считаете, что наоборот? Почему? Ну, было бы полбеды, если бы только я, скажем так, все несчастья наши закончились на том, что я 7 лет пытаюсь со своими коллегами, украинским политикам, объяснить очевидность того, что крымская автономия должна четко опираться на источник своего статуса, а источником может быть только лишь право крымско-татарского народа на самоопределение на своей земле. Это было бы полбеды, если бы только нас это касалось. Но крымско-татарский народ с момента его изгнания в 1944 году, вплоть до конца 80-х годов прошлого столетия, боролся за возвращение на свою родину. Сотни тысяч людей прошли через репрессии, и все крымско-татарское национальное движение, оно было сформулировано в едином требовании: возвращение и восстановление автономии. В том представлении, как тогда у людей было в условиях советского государства. А потом менялись условия, и, возможно, усовершенствовалось само это требование, но оно, по сути, никогда не менялось. В 1991 году, в феврале 1991 года, 12-го, я хорошо помню эту дату, я и Мустафа Ага, мы тогда находились в здании Верховной Рады Украины, тогда Украинской ССР, и где принималось решение о восстановлении Крымской автономной Советской Социалистической Республики, и предполагалось, что Мустафе Джемилеву тогда тоже безусловному лидеру дадут слово. Но тогда это слово не было предоставлено, и многие тогда депутаты пытались объяснить, собственно, свою позицию тем, что восстанавливается некая аморфная автономия, тем, что в Крыму живут не только крымско-татары, они только-только возвращались. Мы тогда требовали, чтобы вопрос автономии был отложен, пока крымско-татарский народ не возвратится, не крымско-татарская автономия, а референдум как минимум был отложен. Но то, что я услышал из интервью, и я смотрел его в вашем эфире, это говорит о том, что председатель Верховной Рады Украины
председатель парламента Украины, а у нас парламентско-президентская республика, он практически не представляет себе о том, что усовершенствование существующей крымской автономии это есть прежде всего укрепление позиций Украины во всех принимаемых усилиях по восстановлению государственного суверенитета Украины над Крымским полуостровом. Ну, как люди привыкли говорить, укрепление позиции Украины по возвращению Крыма. Я обратил внимание, что журналист, которая проводила интервью с Севиль Мусаева, она даже попыталась где-то ему подсказать. Она сказала о том, что, ну, вы же понимаете, что это усиливает позиции Украины, и председатель все равно как бы в тему он, ну, не въехал, как в этих случаях говорят молодые люди. Он еще раз повторил то, что все это надо делать после того, как Крым будет деоккупирован. Я просто выражаю сожаление то, что за все это время своего председательства господин Разумков не вник в проблему Крыма, и не только крымско-татарскую, и не только автономии. Он ни разу не встретился с меджлисом крымско-татарского народа. Это очень многое говорит. А такие попытки были?